Мы все сожалеем, наверное, вся гагаузская общественность, из жизни ушел известный в мире политический лидер Сулейман Демирель. Сулейман Демирель, будучи президентом и премьер-министром Турции, представьте себе более активного человека, который сыграл главную роль и в 90-е годы, и позже, конечно, Сулейман Демирель. Именно Турция, кто бы что бы ни говорил, какая страна, какой вклад внес, конечно, бесспорно Турция. Политически поддерживала турецкая дипломатия нас в 90-м году, а позже экономически. И наши камрадчане, которые сегодня пьют замечательную чекмайданскую воду, а чтобы с Чекмайдана доставить эту воду сюда, нужен был кредит, нужна была помощь. Это первая, турецкая помощь, которую мы получили. Кроме этого, Камрадский университет состоялся во многом благодаря турецкой стороне. Они всячески поддерживали. И еще одна статистика. Представьте себе, Сулейман Демирель нигде, ни в какой стране не был 4 раза подряд. В Гагаузии он 4 раза подряд. Еще когда была Гагаузская республика, еще у нас автономии не имели, мы имели Гагаузскую республику, президентом Степан Топал, мы принимали Сулеймана Демиреля. И позже, и последний раз, когда он был, несколько лет назад у нас, уже будучи в отставке. Поэтому, хочется, пользуясь случаем, выразить соболезнования от всех преподавателей Камрадского университета. Камрадского университета мы послали посольство Турции, телеграмму соболезнования. И этот человек, который вошел в жизнь как один из блестящих политиков Турецкой республики. Камрадский государственный университет присвоил ему почетное звание. Он доктор хонорис в Камрадском государственном университете и внес большой вклад в развитие материально-технической базы, мобильности между преподавателями и студентами. И наш коллектив, профессорско-преподавательский и студенчество Камрадского государственного университета, скорбит, что ушел наш доктор-хабилитат, экс-президент Турции Демирель. Наши соболезнования. Сулейман Демирель – единственный президент из зарубежных стран, который 4 раза посещал Гагаузию, который уделял так много внимания гагаузскому народу. И мы это чувствовали, что он любил гагаузов, и который сыграл основополагающую роль в становлении гагаузской автономии. На тот период уже в первом чтении проект об особом правовом статусе Гагаузии в парламенте Молдовы уже был принят. Это где-то был апрель месяц. И через месяц-полтора приезжает Демирель с внушительной такой делегацией, якобы по культурным мероприятиям. Это было своего рода политическая подсказка не только Снегуру, Снегур уже был убежден, что надо дать автономию гагаузов, но и Петру Кирилловичу Лучинскому и всем депутатам парламента Молдовы, которые к тому времени очень сопротивлялись предоставлению гагаузам автономии. И вот эта поездка в 1994 году, приезд Демиреля, первый приезд, я считаю, что поставил последнюю точку в принятии решения высшими органами власти Молдовы, что гагаузам все-таки необходимо эту автономию дать. И в том же году, уже в декабре месяце, мы знаем, парламент Молдовы принял все-таки закон об особом правовом статусе Гагаузии. Вот сегодня уже пошла информация, что он скончался. Алла rahmet eylesin. Pek büyüktü bizim dostumuz. Pek çok yardım etti bizim halka. Olsun İlhan Topacı.